Дворник напал на водителя. Такое сообщение поступило в полицию от 33-летнего жителя Казани. Он рассказал, что сотрудник коммунальных служб набросился на него, когда он садился в машину. Несколько раз ударил, приковал к пассажирскому сиденью его же собственного автомобиля и вымогал $250 тысяч США. Все подробности у Нафисы Минязовой. Руки вверх! К стене! На колени встал! На колени! Встал на колени! На колени! Это момент задержания силовиками предполагаемого вымогателя. Правоохранителям он признался, почему приехал в Казань и почему пошел на преступление. Цель приезда, во-первых, узнать город Казань, а во-вторых, тут живут товарищи, которые меня обокрали, махинаторы. И задача вернуть деньги. Мужчина, одетый в униформу коммунальных служб, набросился на 33-летнего казанца на одной из парковок, когда тот садился в машину. Ударив несколько раз, насильно усадил на пассажирское сиденье. Надел наручники и затолкнул в автомобиль на пассажирское сиденье. Затем налетчик пристегнул хозяина машины ремнем безопасности, привязал капроновыми колготками за шею к подголовнику и одел ему на голову балаклаву. Далее злоумышленник сел за руль автомобиля и выехал с парковки. Через некоторое время остановился. Угрожая убийством, потребовал у потерпевшего $250 тысяч США. Таких денег с собой у потерпевшего не оказалось. Тогда злоумышленник забрал у него из кошелька 21 тысячу рублей и прихватил автомобильный видеорегистратор. Пострадавший вызвал полицию. На месте происшествия оперативники обнаружили шапку, балаклаву и ключи. Они быстро вышли на след подозреваемого. В ходе обыска на съемной квартире подозреваемого обнаружены и изъяты видеорегистратор, травматический пистолет и патроны к нему, наручники, переговорные устройства. Было установлено, что к коммунальным службам города он никакого отношения не имел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям разбой и вымогательство. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе. Нафиса Минязова, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.